У системы нет защиты от дурака. Были у Лукашенко советники отдельные, которые считали, что больше денег хороших и разных. Деньги. Станок включай. Экономике мало денег. Возможно, Беларуси просто больше не нужен свой Нацбанк. Пока я себе беседу Головченко с Набиуллиной на равных не представляю. Вітаю сябры, мяне зовут Наста Роўда, вы на канале ТОК, і гэта нядзельны аналітычны выпуск з эканамічнай глядальніцай, а таксама галоўнай рэдактаркай плана Б Воля Лойка. Воля, вітаю. Привет. Ну што, інтрыга апошніх месяцаў раскрытая. Нарэшце прызначылі новага прэм'ер-міністра, ім стаў Александр Турчин. Ну, нельга сказаць, што гэта такая ўжо была інтрыга, таму што акурат некалькі перадач таму мы з табой называлі яго ў ліку найбольш імаверных пераемнікаў на гэтай пасадзе. Што мы можам сказаць пра Турчына? Напэўна, яго нельга назваць ні рэфарматарам, ні лібералам, такіх характарыстык яму не даюць, але яго называюць рыначнікам. Ну і трэба сказаць, што ў яго даволі добрая рэпутацыя як унутры ўладных колаў, так і за іх межамі. Да, интрига наконец разрешилась. Мы даже успели пошутить, что сотворение мира заняло 6 дней. Потом еще уставший творец отдыхал. Лукашенко не уложился чуть дольше, но интригу держал, доинтриговал до конца. И действительно назначение Александра Генриховича, в общем-то, оказалось, не скажу, что сюрпризом. Нет, в общем-то, оно было достаточно ожидаемым. Действительно очень забавно, что мы успели с тобой тогда это обсудить. Но на самом деле... Оно говорит о многом. По поводу рыночника, либерала, сейчас слова эти ругательные, я бы их не употребляла, тем более, что никакого мандата на либеральничание, рыночение и всякие другие глупости сейчас нету. На реформы, тем более, это слово ругательное. Первое, что сказал Турчин, это что у нас будет эволюция без революции. Ну, было бы странно, если бы он сказал что-то другое на самом деле. А так само, что курс менять мы не собираемся. Расслабьтесь. Да. Ну, опять, надо понимать, где, когда и как это было сказано. Ну, и что такое менять курс, это тоже, в общем-то, да. Менять курс и свергать Лукашенко мы не собираемся. Спасибо, мы где-то чего-то такого от вас и ожидали, да. В чем именно будет его функционал, остается много вопросов с этим, да. Лукашенко подчеркивал несколько раз, что у нас не премьер-министр, у нас председатель правительства. У нас усиленные роли вице-премьеров, у нас... такая конструкция, где есть вот председательствующий, вроде как на собрании заседающий и так немножко координирующий всем там порядок выступления определяющий. Но я не верю, что роль премьера станет такой прям технической и координирующей. В любом случае, это главный человек в правительстве. Але давай увогуле тады спынемся тут, што ў цяперашняй сітуацыі беларускай значыць прэм'ер, потому что ясна, што у нас прэзідэнцкая краіна і ўсё вырашае Лукашенко. Якая роль прэм'ера, ну, была апошнія гады, нават десятигоддзя? Он был главный по хозяйственной линии. Это было очевидно. Ну, такое завхоз, не завхоз, но, в общем, человек на хозяйстве. Турчин в этом плане, у него отличные компетенции. Минская область в хозяйственном плане всегда была прекрасна и замечательна. Все инвесторы в очередь выстраивались, хотим в Минскую область. Прекрасные у него личные отношения были и с бизнесменами, и с инвесторами. То есть в этом плане все карты в руке. Правительство будет заниматься экономическим ростом. То, о чем каждый из них, по-моему, вчера сказал, как мы будем экономически расти, как это важно, как это... Даже Головченко об этом сказал, который об этом как раз говорить не должен. Это вообще не его функционал. Но он по старой памяти, в общем, все пообещали Лукашенко, что расти мы будем как на дрожжах. Это замечательно, на самом деле нет, но все отметились и сказали, что мы услышали вас. Вы хотите роста, да? Для этого нужны деньги, нужны инвестиции, нужны идеи, нужны проекты. В этом плане, конечно, Турчину не позавидуешь, потому что ситуация, когда он очень активно привлекал инвестиции в Минскую область, инвестиции и белорусских частных инвесторов, и зарубежных. Это была совершенно иная ситуация. Это 2018 год, это все прекрасно и замечательно. Это действительно стоит очередь из инвесторов, в том числе очень приличные западные компании, там, я не знаю, там, от Штадлера до швейцарского, до литовского ВМГ.
Все хотят Минскую область, все хотят вкладывать, много вкладывать. Ну, в общем, блестящие перспективы абсолютно. Да? Мы уже вспоминали с коллегами КЭФы тех времен, когда и журналисты, и эксперты, и члены правительства собирались и обсуждали экономические перспективы, когда там глава представительства Всемирного банка, глава делегации Международного валютного фонда и члены правительства все общались, все обсуждали, все намечали какие-то проекты, шаги. Это прямо сейчас выглядит как совершенный разгул либерализма. Все общались. До речі, ти виклала фотоздимок акурат, по-моєму, з тої конференції, правильно? Да, это 18-й Что вы там год. обмерковываете? Вы там стоите, так захопленно про щось размовляете? Слушай, это очень острый момент на самом деле. Это момент, когда указ, очень печально известный указ 488 о лжепредпринимательстве. Расскажи про его, потому что Да. я думаю, что уже мало кто памятает. Да, я думаю, что помнит только тот, кому прилетело, а прилетело многим. Это указ, которым любой твой контрагент, когда-то с кем ты работал, мог был быть признан недобросовестным, мог быть включен в реестр предпринимателей, лжепредпринимателей, и все твои сделки с ним, даже если ты у него там что-то купила, и сделка твоя прозрачна, как слеза, то есть ты заплатила деньги, получила товар, все равно к ней были вопросы, и приходилось доплачивать налоги. Задним числом сумасшедшие счета выставлялись. Указ был очень болезненный для бизнеса и очень удобный для комитета госконтроля. И вокруг него правительство и Александр Генрихович, как первый вице-премьер, ввели очень большую баталию. И, естественно, журналисты участвовали в том плане, что мы активно общались и с бизнесом, и с правительством, и с комитетом госконтроля. И на тот момент мы сомневались, что удастся все-таки дожать и отменить этот указ, потому что комитет госконтроля был прям совсем категорически против. Им был это очень удобен документ. Вот. Но в итоге дожали, и до конца года он был отменен. Другой вопрос, что пришло вместо него, какие поправки в налоговый кодекс, как они используются, и как у нас вот этот обвинительный уклон, у нас его могут, по-моему, впихнуть куда угодно, да, даже в самые невинные документы. Но факт, что тогда это была острая фаза битвы за отмену этого указа. А як ти думаєш, яка роль Турчина у тим, що його відмінили? Очень большая личная роль, ну, потому что реально это была дискуссия, баталия, серьезная очень аргументация. То есть фактически он адвокатировал весь белорусский бизнес. Большой и маленький, частные и государственные, потому что это было больно. Люди с задним числом оказывались должны большие деньги, найдя своего контрагента в этом списке. До речі, Турчина ще називали автором ліберального декрету номер 7 об розвитті предпринимательства, який дав дорогу бізнесу, тому що позбавив від різних бюрократичних забобонів і препонів, і нарешті люди могли нормально, спокійно працювати. Я правильно розумію, що це так і працювало? Это декрет 7, это декрет 8 по ПВТ. В общем-то, это вот то, что было на тот момент, готовилось или только что было принято недавно, и надежды были прям совершенно блестящие. Обсуждались мегапроекты, очень красивые бизнесовые проекты, и выгодные, и красивые. А, знаешь, в бизнесе очень важно, чтобы получалось красиво. Потому что когда красиво, это и видно, и это вам не БНБК, да, со всякими схематозами. Это видно, когда это производство, которое дает классный продукт, который вот мы можем потрогать, пощупать, когда это, я не знаю, там прекрасный сад, по которому мы можем пройтись и увидеть, как это работает, это здорово, это очень вдохновляюще. И мы были тогда полны все энтузиазма, что вот совместными усилиями, и наш вклад тоже был достаточно значительный, потому что объяснять людям, что бизнес – это не всегда схематоз, что бизнес работает честно, что бизнес обычно и много работает по-белому, и отдельные какие-то косяки не делают его чем-то таким неприличным, чуждым нашему обществу и так далее. И если владелец этого бизнеса вдруг ездит там на Майбахе или на Бентли или еще на чем-то, это тоже не делает его вашим классовым врагом. Он делает вам красивые проекты, он рискует своим имуществом и своими деньгами,
Он производит важные продукты, привлекает в страну деньги. Тогда отношение к предпринимателям, к айтишникам начало меняться, да, потому что ты, наверное, помнишь это отношение к айтишникам как к людям, которые не знают, куда деть свои деньги, поэтому они заполонили, значит, барбершопы и Зыбецкую, и, значит... Зайздрость была натуральная, да, людей так. классовая ненависть была. Вот. И постепенно это вот такой был важный момент, когда мы немножко переключали сферу влияния, да, что айтишник тебе не враг, айтишник это он может твой взять будущее, да, если ты сам уже не молод, ты сам уже войти не можешь. Вот. Это был, наверное, самый оптимистичный момент последнего 20-летия. Ну, к сожалению, все получилось, как получилось, да. И на тот момент вот самое мое большое удивление от этого снимка, я уже подзабыла на самом деле, что это было, и я в пиджаке, и в майке «Банальный хакер». Это первый наезд на Тутбай. Тонкий троллинг. Знаешь, это даже не воспринималось как троллинг. Вот сейчас я бы воспринимала это как провокацию, да. На тот момент в это Новой была... Беларуси, ага, теперешней. Да. На тот момент это была наша боль, это была активная наша коммуникация со всеми, в том числе в правительстве, что, ребят, наших бьют, да. Ни за что вообще ничего не воровали совсем, никакие не хакеры мы. Я разумею, что зараз могуць многія не разумець, пра што ідзе гаворка. Гаворка ідзе пра справу Белта, 2018 год. Да, несанкционированный доступ к новостям Белты, которые есть, естественно, в свободном У доступе. адкрытым доступе все гэта ёсць. Да. Больш за тое, Белта дзяржаўнае навінавае агенцтва, якое жыве за кошт дзяржаўных падаткаў і павінна быць зацікаўлены ў тым, каб іх інфармацыю пашыралі папулярныя меды. Ну, карацей, это просто Она и была с неба ўзятая, з пальца высмактанная, абсолютно незразумелая. Мы не рассказываем, справа. откуда этот пароль, кто нам его дал, потому что, естественно, пароль этот от Белты. Естественно, Белта сама заинтересована в этом больше всех, потому что, говорит, вы берете иначе новости, которые там, допустим, вышли там на Советской Белоруссии, на телеканале ОНТ. Нам важно, чтобы вы ссылались на нас, важно, чтобы подтягивалась снизу ссылочка на другие наши материалы. Нам очень нравится с вами сотрудничать. Все, то есть, вот этот момент наезда, да, это Трэба момент было наезда. Тутбай правучыць. Да, мы защищаемся, мы не понимаем, что будет ли уголовное преследование. Сотрудников задержали на 72 часа. На тот момент это кажется прям вопиющим беспределом. При этом мы активно общаемся на разных мероприятиях, нас вполне пускают, вот мы общаемся с членами правительства, Маккей дает интервью моей коллеге Лене Толкачевой, то есть мы, не скажешь, что мы там не рукопожатными стали, там куда-то внесли в какие-то списки нас, нет. То есть идет нормальная работа. Мы пытаемся доказать, что мы полезные, ничего не нарушающие, работающие по белому и даже договороспособные, то есть мы можем адекватно реагировать на какие-то наезды. Да? Вот. Поэтому вот по нынешним временам это выглядит как какая-то провокация. Ты стаіш насупраць Турчына ў майцы абычны хакер, які адсылае да ўсёй гэтай кампаніі. Да. И это выглядит сейчас верхом какого-то террорист будущий. На самом деле нет. На тот момент это не имеет никакой такой провокационной составляющей. Поэтому это был очень оптимистичный КЭФ. Мы верили, что все это получится. Что получится сейчас у этого правительства, состав которого оказался достаточно неплохим. У меня были и более печальные прогнозы, и с усилением заметным силовиков, и со всякими другими неприятностями и с усилением таких уже одиозных антирыночников каких-то. Но этого ничего не случилось. Все живы, все целы. Никто не отправлен в отставку, кроме Калаура. И это потеря очень большая. Это прям... Вот это очень серьезная потеря. Давай да Калаура мы трошку пазней перайдзем. Я ще хочу з Турчыным скончыць, тому што яшчэ насамрэч шмат пытанняў вакол Турчына ёсць. І напэўна, яго не называюць прарасійскім, так? То бок яго, наадварот, называюць патрыётам Беларусі. Наколькі гэта так? Он точно не относился к блоку пророссийских. Он работал много по регионам. Это и его личный бэкграунд, да, с Карелического района. Сам он выходец с Новогрудщины. Отец у него там был крупным чиновником районного уровня. То есть он весь оттуда. По привлечению инвестиций активно работал со швейцарской группой, с западными странами. То есть российского вектора как такового у него никогда не было. На самом деле все может меняться. Тут года достаточно, чтобы это появилось, усилилось и так далее. Я такого не замечала, не видела. И
Информации об этом у меня нет. Я даже сейчас вот поспрашивала знакомых по бизнесу, как ощущение, как настроение. Очень оптимистичное. Насколько они вообще могут быть оптимистичными? Ну, поводов для оптимизма у белорусских бизнесменов не так много, поэтому, в общем-то, это хороший для них сигнал. Вот. Ну, і До для речі, цих остальных я тоже. думаю, што бізнес явна чакае нейкіх пазітыўных зменаў, калі яны ўвогуле нейкія будуць. Прынамсі, не чакае негатыўных зменаў у сувязі з прыходам Турчына, таму што ён жа, напрыклад, у блізкіх стасунках з Паўлам Дэпузідзісам. Гэта ўласнік Кароны, то бок буйнога беларускага бізнесу, адзін з найбагацейшых людзей краіны. І яўна, што такія сувязі, такія знаёмствы, такія сяброўствы, яны даюць Турчыну карціну разумення, як працуе вялікі бізнес и что ему треба. Слушай, это совет по развитию предпринимательства. Фактически все они общались плотно. Я свои фото пересматривала, да, он у меня там совсем первой десяткой топа есть, где они ему там, размахивая руками, что-то объясняют, показывают, рассказывают. Да, я думаю, что по бизнесовой части все будет максимально благополучно, насколько это возможно в современной Беларуси. Но вопрос фактически не этом. Вопрос в том, какие полномочия, какие задачи и насколько есть развязанные руки, есть мандат на какие-то изменения. То есть можно взять самое простое, это цены, это 713-е постановление, которым цены мы держим, которые обещали вроде бы отменить, намекали, что отменят. Потом Лукашенко сказал, что вы думали, что после выборов у вас начнется вот это все либерализация это ваша? Не начнется. То есть все понимают, что есть навес, все понимают, что весь жирок последний давным-давно срезан много месяцев назад. Все понимают, что надо потихоньку отпускать. Вопрос, что сможет сделать эта команда, и насколько Лукашенко готов позволить им сделать то, что они посчитают нужным. Да? Они все рыночники в том плане, что они все понимают, что такое рыночная экономика. Весь экономический блок – это люди, которые совершенно точно понимают, как она работает. И это хорошая новость, потому что мы знаем, что бывает, когда там попадаются люди с мандатом определенным, да, типа того же Петра Петровича, Прокоповича, у которого, безусловно, были очень сильные стороны, но вот то, что было сделано, мы все на себе ощутили в 2011 году. И это было вообще не смешно. Трехкратная девальвация – это мало кто в мире может похвастаться, что вот он так несколько девальваций пережил, в том числе трехкратную. Вот. И это уже была прям такая мантра в голове каждого белоруса. Так, Новый год – значит, мандаринки и девальвация, да, не перепутайте. Поэтому я очень надеюсь, что с Александром Генриховичем все будет хорошо, с его полномочиями тоже. У меня к нему одна претензия, но большая. Это его холдинг «Минская правда», который одиозный, вопиющий, мракобесный и малограмотный, к сожалению. Я понимаю, кому он дал полномочия, и даже понимаю, почему. Так случается. То бок, ты думаешь, што гэта канкрэтна ягоная была ідэя зрабіць з Менскай праўды Его вось идея то, што была мы бачым? дать полномочия не тому человеку, который увидел в этом возможность реализовать личные амбиции. А про кого ты говоришь зараз? Про главу холдинга я говорю. И амбициозные девушки – это страшная сила. И выйти за рамки полномочий, которые, в общем-то, можно было оставаться приличным человеком и приличным журналистом, освещая Минскую область. Да? Большое хозяйство, большое количество предприятий, большие проблемы социалки, строительство, недвижимость, бизнес, соцсфера, я не знаю, там общепит, куча. Жизнь Минской Наракаць области... на то, што няма тэмаў, не выпадае. Нет. Плюс очищенная площадка. Нет никаких негосударственных медиа. Можно делать хорошие проблемные репортажи, можно поднимать проблемы. Я вспоминаю, как когда все журналисты могли спокойно посещать заседания этого Совета по развитию предпринимательства, и там каждый раз было несколько, очень острых и очень классных тем. Да? Даже заголовок. Помню, до Турчина, до первого вице-премьера дошли с вопросом в Нерчинском районе, по-моему, можно ли продать женщине, которая арендовала какую-то там столовую государственную уже 15 лет, вот можно ли ей продать этот объект. Да? До первого вице-премьера дойти с вот таким мелким вопросом, который всеми нормативными актами давно урегулирован, давно понятно, как, когда
почем, на каких условиях. Но люди боятся проявлять инициативу, люди говорят, слушай, лучше... Вот пусть как будет, да, ну там кому-то продадим, придет комитет госконтроля, скажет, а что так дешево продали, да, или еще что-то скажет, небось вы там в карман взяли. То есть проще не проявлять инициативу и эту тетку благополучно динамить и говорить, что не надо, остаемся как есть. Вот. То есть он очень четко это отбивал, объяснял, как, почему должно быть, какие есть нормативно-правовые акты и как будет полезно, справедливо и законно. Вот. И с каждого этого совета ты делал несколько материалов, и это всегда было очень читаемо, очень замечательно, и остро, и живо. Но, конечно, я понимаю, что людям больше хочется писать там про гардероб Тихановской, да, про то, как плохо живут люди в Испании почему-то. Ну, то есть они видят в себе потенциал вот этих, знаешь, там... геополитического центра такого. Минская область – это такой центр вселенной. Да? Вот эти карикатуры совершенно безобразные с католическими священниками, за что потом пришлось извиняться. Да? Это то, чего очень легко и органично могло не быть в газете Минской области. Других претензий у меня нет на самом деле. Ну, просто я понимаю, что человек, что мог, делал, ну, чего не мог, извините. Да? Это... 2020 год был серьезным моментом, когда многие что-то пытались сделать, не очень понимая, что мы можем, что уже опасно. Вот. Но то, что он сделал много важного, это факт. То, что он отстаивал, то, во что верил с 488 указом в том числе. Хотя гораздо проще было прогнуться под КГК и сказать, ну, ладно, пусть будет. Это такие реалии белорусские. Нет, отстаивало правительство свою позицию, отстояло, респект им в этом плане. Ну и то, что вот он говорил, что мне важно, чтобы там люди в спину не плевали, да, за то, что я делаю. Ну, для меня это было очень ценно. Ну, потому что для любого нормального человека это важно, да. Нам всем хочется войти в эту историю, а не вляпаться. До рэчы, у Новагрудку да яго даволі добра ставіліся, тому што калі я зараз падымала нейкія старыя матэрыялы, што пісалі пра Турчына, то такой фарбай можна даць эпізод, што яго ў Новагрудку называлі «наш Турчын». Вось. А ўвогуле ён жа сам з Карэлічаў пачынаў, ён там у 4-10 годзе быў у выканкаме. Хто ўвогуле яго заўважыў, як ты думаеш? Хто даў яму пінок, не знаю, хто яго прасунуў наперад? Я не знаю, кто прям лично, да, я знаю, что действительно отец у него был крупным чиновником, к сожалению, умер уже. С Шапиро, с Семеном Борисовичем они пересекались на нескольких местах работы, но я не слышала, чтобы его как-то называли человеком Шапиро, наверное, потому что все-таки он достаточно давно уже имел самостоятельный вес, он возглавлял аппарат Совмина, такая серьезная должность, хотя и не публичная. Ну, в общем, как бы самостоятельный игрок уже достаточно давно. И очень забавно, когда Лукашенко называет это новым и молодым правительством. Да? Человек, который там в 2018 году был первым вице-премьером, да, ну, да, в общем, это забавно. Ну, и Головченко тоже не мальчик уже, как Снабков. Ну, на фоне самого Лукашенко, безусловно, они молодежь. А як ты думаешь, хто яго будуць саюзнікі ва ўрадзе? Экономический блок, весь экономический блок. Тут я не сомневаюсь. Я очень надеюсь, что они сработаются. Они работали, собственно, вместе. И с Крутым у них траектории несколько раз пересекались, совпадали. Ну, знаешь, на самом деле, после того, как очень серьезно разошлись пути нескольких либералов и реформаторов из Старой Гвардии, которые, казалось, прошли вместе огонь, воду, медные трубы, и оказалось потом, что их пути все-таки разошлись, я уже ничему не удивлюсь, но пока таких сигналов, в общем-то, не было. Пока команда неплохая, пока Лукашенко, видишь, очень благожелательно шутит про президентские амбиции. До рэчы, што гэта значыць? Таму што, мне здаецца, з аднаго боку, гэта можа быць, наадварот, такая пагроза, маўляў, я ведаю, ты тут не высоўвайся, так, а то можа і прыляцець, так, і галава з плеч можа зваліцца. Альбо наадварот, што тыпу, паказвай сабе, я буду приглядацца, и, может быть, включу тебе ў пераемнікі. Слушай, я в 2019 году написала текстик, где написала, что очень легко подтолкнуть на эту последнюю верхнюю ступеньку господина Макея. Если нет, то есть Турчин и Дмитрий Николаевич Крутой, когда вырастет. Вот. Ну,
пошутила, что называется. Вот, после этого мне прилетело по ушам, что а можно наши фамилии не называть? Ну, просто потому что в Беларуси, когда ты подтверждаешь какие-то амбиции, это вызывает, в общем-то, очень большие вопросы. Но сейчас ситуация меняется, амбиции не амбиции, но и с крутым Лукашенко уже так шутит на тему преемничества, да. Чувствуется, что дедушка так готовится, прикидывает и смотрит варианты. Мне кажется, что если бы он выбирал прямо сейчас, он бы выбрал из них слабейшего, и, возможно, с большой вероятностью это стал бы все-таки Александр Генрихович. Ну, слабейшего не как профессионала, просто по политическому весу. Просто Дмитрий Николаевич побольше набрал за последние годы. Когда ты на хозяйстве, ты всегда немножко... У теню. Да, у тебя там свиньям не задана, корова не доена, да, ты не можешь там блистать речами и, значит, отечески похлопывать кого-то, у тебя хозяйство. Поэтому прекрасные перспективы у обоих, вот. И это вариант для Беларуси очень неплохой, насколько это вообще возможно сейчас в нынешних условиях. Романа Галоўчынага адправілі кіраваць Нацбанкам і знялі Паўла Калаўра, які 10 гадоў кіраваў Нацбанкам і вельмі добра сябе зарэкамендаваў. Да, это уход просто человека калибра, ну, которых уже не осталось в белорусской вертикали. Это фактически был Мясникович, Калаур, да, может, и все на самом деле. Ну, может, кто-то из бывших там губернаторов, но это было совсем давно. Патлумач гэтую вагу. Это человек, который мог спорить и адвокатировать такие вещи, которые никто другой заикнуться не мог. Это моменты были, когда там в правительстве или у Лукашенко были какие-то совещания, и достаточно часто вместо него были его замы. У него отличная команда, прекрасные коллечицы, 2 штуки, и не только. Там есть сильные специалисты. Но когда надо было отстаивать политические вопросы, шел он и отстаивал. А это очень важно, потому что, ну, смотри, можно начать на самом деле с базы. Да? Есть правительство, оно занимается фискальной политикой и средне- и долгосрочными планами. Это налоги и это льготы под какие-то точки роста. Да? Экономика должна расти, Головченко определяет, что мы там с его правительством, что мы по налогам, куда подвинемся, кому льготы дадим, и куда мы будем направлять деньги, чтобы оно все росло. Да, это среднесрочная перспектива и долгосрочная. Есть правительство – это фискальная политика, есть Нацбанк – это монетарная политика. Это более краткосрочные вещи. Это ставки кредитные и это объем денег в экономике. Каждый отвечает за свое. Базовое правило – либеральное, нелиберальное, цивилизованное – регулятор, то есть Нацбанк, должен быть независимым. Потому что это своя отдельная сфера, потому что она находится в некотором противоречии с целями и задачами правительства, потому что задача правительства – расти любой ценой, задача Нацбанка – обеспечивать стабильность, в первую очередь инфляционную. Мы все помним, что такое Нацбанк до 2014 года. Вербальные интервенции главы Нацбанка – это тот момент, когда все хватались за кошелек и просто тупо бежали в обменник. Да? Если вышел глава Нацбанка Петр Петрович Прокопович и сказал, что девальвации не будет, значит, главное в очереди оказаться не последним. Да? Условный рефлекс. Все считалось в долларах. Белорус жил в долларах. Абсолютно. Квартиры, машины, долги, учеба детей, откладывать на отпуск – все всегда считалось в долларах. Я нават памятаю, што на онлайнеры все было ў далярах, і пасля за гэтым улады змагаліся, не маглі перамагчы, таму што людзі толькі ў далярах маглі зразумець, колькі гэта каштуе. Абсолютно. Арендная плата до сих пор в рублях никто не пользуется. Это вот, наверное, последнее, что не удалось добить. Да? Белорусы жили в долларах. Ну, потому что трехкратная девальвация. Ну, невозможно жить в рубле, курс которого скачет, прыгает и постоянно обваливается. Человеку нужны какие-то устойчивые ориентиры. Нацбанк 2014 года – это очень специфическая
штука, потому что полгода Беларусь, следуя заветам Александра Григорьевича Лукашенко, держит курс, отвязанный от российского рубля, который девальвируется. Мы не будем бегать за российским рублем, сказал нам Лукашенко, и мы за ним не бежали. Мы за ним не бежали. В глазах Владимира Ильича Семашко, вице-премьера, отвечавшего за промпроизводство, на тот момент была вся скорбь еврейского народа, потому что все, что заработала промышленность, все съедалось на глазах. Просто. Конкурентоспособность падала в ноль, и всем было понятно, что экономика встанет колом. Вся промышленность должна была встать колом. И в конце 2014 года приходит команда во главе с Павлом Владимировичем, там еще Василий Станиславович Матюшевский, тоже человек с фантастическим потенциалом, на которого лично я очень рассчитывала, на этот потенциал. Но не прижился, да. Но они смогли, команда смогла перевернуть ситуацию. Вначале шаги были достаточно странными, да, и это был очень такой важный момент. Понятно было, что это невозможно остановить какими-то правильными, долгосрочными, адекватными инструментами, да. Тогда появился этот налог на продажу валюты, на покупку. Все не очень понимали, что происходит, но сказали: ребят, это будет недолго, мы сбиваем ажиотаж, мы выходим в норму, и дальше будет вот так. И дальше Нацбанк начал делать то, что и должен делать Нацбанк. Работать с нашими ожиданиями. Мы уже фактически подошли к тому, что Нацбанк будет заниматься таргетированием инфляции, чем и занимаются Нацбанки подавляющего большинства стран. То есть ставками и контролем объема денежной массы сформировать наши ожидания по инфляции. Человек может планировать свою жизнь в рубле, когда он примерно понимает, как меняются цены, как меняются его расходы, прибыли и так далее. И мы к этому были уже прям близко. Да? Вербальные интервенции Нацбанка, они стали тем, чем они должны были быть. Да? Я помню, это, по-моему, 2018 год, когда правительство и очередные там мракобесы, были у Лукашенко советники отдельные, которые считали, что больше денег хороших и разных. И они прям публично начали давить на Нацбанк. Деньги, станок включай, экономике мало денег. И была очередная пресс-конференция Нацбанка, и мне коллеги по работе говорят: слушай, а ты подойди к нему потом и спроси по-простому, да, что будет, а если все-таки их поломают, да, Нацбанк, конечно, стоит там, Министерство магии держится, да, а если их все-таки поломают? Я говорю: слушайте, все, исполню, как это само любопытно. Я подхожу, уже потом, задав все вопросы, обсудив там все, что можно, и я говорю: Павел Владимирович, а что будет, если все-таки вас поломает администрация, правительство, и допечатать надо будет? Он поднял одну бровь и спросил: нас? Таким непередаваемым тоном, да, что, Як ребят, ты могла такое подумать? нас не поломают. И я, пересказав эту пантомиму коллегам, все сказали: слушай, верим. Знаешь, верим, да, если бы цифры, слова, многое, да, а когда глава Нацбанка одной бровью может так тебя сказать: слушай, мы же взрослые люди, все под контролем, да, папа держит ситуацию. Это было, белорусы действительно начали достаточно активно отвязываться от доллара, достаточно активно переходить в рубль, были инструменты, но понятно, что последний год о независимости Нацбанка говорить уже не приходилось. Ставка рефинансирования не менялась давно, несмотря на то, что в России, мы все знаем, давно решение, сколько там уже, наверное, скоро год будет, да, решение охлаждать все-таки экономику, не перегревать, ставки поднимать. И рекордные там были уже объявлены. Да. Набиуллина очень активно адвокатирует эту политику, Путин ее слышит. Да, и это опять вопрос о политическом весе. Путину явно не нравится решение охлаждать экономику. Экономике неудобно работать со ставками 20+ % годовых. Это усложняет инвестиции, это осложняет производство, это осложняет все. Это охлаждает, сбивает рост. Но он
защищает свою главу Нацбанка, которая делает вещи, которые лично ему наверняка не очень комфортны. Он бы хотел, чтобы это было по-другому. Но независимость регулятора, она еще имеется, и это позволяет Нацбанку действовать так, как это нужно для краткосрочных целей, в том числе для финансовой стабильности. Вот. В итоге инфляция в России сейчас выше, чем в Беларуси, но нет навеса, и есть понимание, что есть инструменты, и люди ими пользуются. Да? Чем сейчас пользуются в Беларуси? Ну, Комитетом госконтроля и Министерством торговли, чтобы держать цены. Это ненадежная конструкция. Это не конвенциональное оружие. Как оно будет работать, чем оно закончится, никто не знает. Поэтому роль Нацбанка отошла на второй план. Лукашенко публично сказал, что это часть правительства и будет работать вместе с правительством, хотя никогда Нацбанк не был частью правительства. И не повинен быть. Абсолютно нет. У них разные цели и задачи. Но то, что главой Нацбанка становится не политический тяжеловес, а человек, скорее исполнитель. Роман Головченко. Да, Роман Головченко не из этой сферы, у которого компетенции и сильные стороны совершенно в другом месте. Все об этом знают, что он очень успешно торговал оружием, достаточно успешно руководил правительством, по крайней мере, рост он обеспечивал и требуемое выполнял. В качестве главы Нацбанка я понимаю, что человек с базовым образованием, он все может освоить, вникнуть, осилить и так далее. Пока я себе беседу Головченко с Набиуллиной на равных не представляю. И версия о том, что, возможно, Беларуси просто больше не нужен свой Нацбанк, потому что у Беларуси уже есть российский Нацбанк, потому что наша банковская система уже в такой тесной связке с российской, что, в общем-то, зачем нам два Нацбанка? Да, союзным государствам. Але мне здаецца, у гэтай вельмі небяспечнай сітуацыі, разумеючы, што Расія толькі і шукае магчымасці Беларусь да сябе прывязаць, наадварот, беларусу трэба было б там вельмі моцнаму стаяць, каб трымаць руку на пульсе, так? Знаешь, мы достаточно часто так делаем, что, слушай, там умных хватает, они там сами разберутся. Это история, наверное, ты помнишь, с БКК до 2013 года. Ой, слушай, нет, там русские, они рулят всем, они там все нам продадут, купят, а наш глава должен быть. Угу. Слушай, кому там надо хорошую, теплую должность, чтобы он там сидел и процветал, да? А потом оказывается, да, что у нас нет независимости в этой сфере. И что мы ничего не контролируем, и цену мы не определяем, и ставки по кредитам мы не определяем. Ай-яй-яй, кто все это сделал? Вы же сами назначили такого человека, который по своему функционалу, по своим личным качествам не может играть на равных с теми людьми, которых назначила Россия. Значит, вы просто отдали на откуп эту поляну, сказав, возможно, мы не тянем сами, да? Мы не знаем, как это сделать, поэтому давайте будем учиться у умных людей. Так и здесь. Я пока не очень себе представляю беседу Головченко с Набиуллиной, не светскую беседу, а именно беседу по узкопрофильным вещам. Але ведаеш, ёсць такое адчуванне, што Галоўчынка сам не рады. І там Лукашенко заікнуўся і намікнуў, што вось, ён спрабаваў мне казаць, што ён не эксперт у гэтай тэме, не надта разбіраецца, пойдзеш будзеш разбірацца і не дуры галаву. То бок ёсць адчуванне, што гэта такое рашэнне чыста зверху навязанае. Да. І пытанне для чаго? То бок ці можа быць, калі наставіць прамыслоўца кіраваць Нацбанкам, яны рэальна збіраюцца ўключыць станок зноў? Наверняка. Я прям не вижу, что бы этому могло помешать. На самом деле, чтобы не включить этот станок, недостаточно понимать, почему его не надо включать. Надо уметь ходить туда и там объяснять, доказывать, показывать, почему этого не надо делать. Потому что на самом деле, конечно, экономике нужен рост, конечно, населению нужен рост доходов, да? Подумаешь, там немножко побольше денег. У нас есть специально обученные люди, они нам напишут, что посчитают, что действительно экономике надо чуть побольше подкинуть. И ничего страшного не случится, не бойтесь. Это надо уметь делать, отстаивать, иметь достаточный политический вес. Я не знаю, что было в последние годы. Я помню Калаура в тот момент, когда все пошло не туда. Это когда Беларусь должна была подписать с МВФом письмо,
и дальше программу реформ начинать. Все было согласовано. Який год гэта быў? Это 15-й, по-моему. 15-й, 16-й. 16-й, наверное, да. И Лукашенко в последнюю минуту отказался подписывать. Матюшевский там публично отстаивал, объяснял, почему мы на это согласились, почему мы согласовали в таком виде. И получается, что этот отказ подписывать письмо фактически казалось, что это конец реформ и ничего не будет вообще. И я спрашивала тогда у Калаура, так, ну хорошо, а план «Б» что будем делать, если мы идем абсолютно другим путем? Он сказал, что у меня есть только план А, и я буду работать по плану А. Если надо работать по плану Б, то это буду не я. Ну, просто потому, что есть вещи, которые надо делать правильно, а если вы хотите их делать неправильно, то я вам для этого точно не нужен. С этой отставкой меня еще смутило то, что достаточно было подождать до августа, чтобы отправить Павла Владимировича на пенсию. Ему 63 в августе. И фактически можно было... Лукашенко же зараз сказал, 62 не ўзрост. Молодый чиновник. В общем, да. Но, ну, посмотрим, на самом деле, посмотрим, где он окажется в итоге. Да. Але слухай, і вось таксама, зноў жа, мы з табой абмяркоўвалі, калі куды могуць накіраваць Галоўчынку, ты казала, што ты верыш у тое, што яго могуць кудысьці перапрызначыць толькі калі ён рэальна трэба ў іншым месцы. А ў Нацбанку, по всім выглядае, ён рэальна не трэба. Да. І Калаур там вельмі добра з усім спраўляўся і трымаў сітуацыю. І лепш было б, як бы ў цяперашні абсолютна незразумелай эканамічна як бы неакрэсленых перспектывах наступнага года і 2025 з улікам таго, што мы не разумеем, што будзе ў Расіі, а ўсё выглядае, што будзе ўсё як бы не вельмі гладка, не вельмі добра, трымаць тут чалавека, які ўжо быў у розных сітуацыях, праявіў, зарэкамендаваў сябе выдатна, а не ставіць новага чалавека, тым больш не эксперта ў гэтай тэме. Вызовы будут точно, это очевидно. Да? Мы не знаем, насколько будет стабильность белорусская стабильной, но точно будут вызовы, в том числе с российского направления. Поэтому ставить человека, который откровенно из другой сферы, из другой темы, из другой отрасли, значит, такая задача стоит перед этим ведомством сейчас. Да? Это часть правительства, работает вместе с правительством. Это перекос, опасный перекос. Так, и он же там еще сказал, что, мовляв, с Турчином будете разом працевать. Да, и как там очень смешно, что сказал, что это надо поставить с ног на голову. Да, вопросы финансирования. Обычно надо ставить все наоборот, да, на ноги желательно. Да? В нашем случае надо все поставить, вывернуть наизнанку и поставить, значит, с ног на голову. До речі, про Калаура, кажучи про то, чим ми його запомним, ось я запомню то, што мы у нашай Ніве ў 17-м годзе назвалі яго чалавекам года. Гэта было супер нетыпова, таму што звычайна мы не прызначаем, не выбіраем там кіраўнікоў Нацбанка, так ці нейкіх там топ-чыноўнікаў людзьмі года ў нашай Ніве. Але тады мы гэта зрабілі, і гэта было абгрунтавана тым, што інфляцыя тады склала самыя нізкія за ўсю гісторыю існавання незалежнай Беларусі 6%, а стаўка па крэдытах рублёвых апусцілася ніжэй за 10%. І гэта здавалася проста чымсьці фенаменальным абсалютна, што немагчыма было ўявіць яшчэ там некалькі гадоў таму. Абсолютно. И это монетарными инструментами. Это никого не расстреляли, да, это было, в общем-то, совершенно все штатными, обычными рабочими методами, и было ощущение, что будет лучше. Да, это прям несколько лет, когда главе Нацбанка верили. Варта згадаць яшчэ одно прызначэнне, якое ж так трошку забылася за гэтымі буйнымі прызначэннямі, што Караніка, Уладзіміра Караніка, экс-міністра аховы здароўя апальнага, які на хвалі пачатку ковіду зрабіў шэраг непапулярных дзеянняў рашэнняў, яго хуценька перамясцілі ў Гарадзенскую вобласць там наглядчыкам. Вось яго зараз нарэшце вяртаюць назад у Менск з гэтай высылкі доўгатэрміновай, вяртаюць на пазіцыю віцэ-прэм'ера. Так будзе прыглядваць, я так разумею, за сацыяльнымі рознымі пытаннямі. Что ты думаешь про гэтае вяртанне? На самом деле Караника в Минске, по крайней мере, все знали как очень хорошего пульмонолога. Прям очень хорошего. Прям последняя инстанция по этим вопросам, это к нему было. В качестве министра здравоохранения, ему достался откровенно самый сложный период. Противоречить Лукашенко тогда было крайне сложно.
Я не думаю, что это получилось бы у Караника. И озвучивать какие-то... Тупыя абсалютна заявы рабіць, якія ён рабіў, выходзячы да людзей там абураных і расказваючы, як у нас все добра. Слушай, ну это стало темой политической, да? Я думаю, что как пульмонологу ему было что сказать, и поэтому от него ожидали вдвойне, да? Даже не как от министра, а как от специалиста профильного. Но в итоге вот эти 90 тысяч избыточной смертности, они так и остались ни на чьей совести, потому что один говорил, как ему в голову приходило в меру своих скромных медицинских познаний, да, про трактор, про всю эту ерунду, про хоккей. Другой поддакивал в силу своей конформистской позиции. И, ну, я не знаю, насколько он искренне верил, что, допустим, там, не нужен нам этот масочный режим, и все это обычная инфекция, и там, насколько там геном совпадает с обычными известными нам вирусами. И, ну, в общем, было много ерунды, было мало сомнений озвучено, да. Не было главного настороженности, которая была, собственно, у всей Европы, да. Мы имеем дело с чем-то очень масштабным, дающим высокую смертность и большую нагрузку на медицинскую систему. Отрицать это было бы крайне странно. Никакой работы над ошибками не произошло. 90 тысяч избыточной смертности так и остались где-то как, ну, в общем, там... написали журналисты, а какие-то выводы из этого сделаны, не сделаны, непонятно. В общем, я не знаю, чего ждать от него в качестве вице-премьера по социалке. Если Лукашенко будет, если все будет в порядке, если не будет каких-то запроектных аварий, он может вполне работать и быть приличным вице-премьером. Но если весь вопрос в том, что нужны люди, которые тому же Лукашенко смогут сказать: нет, надо делать по-другому. Потому что я специалист, потому что я пульмонолог, потому что я еще кто-то, там, глава Нацбанка, и это так не будет работать будет вот так. И вот таких людей... Здаецца, Каранік занадто слабы для гэтага. Он никогда не входил в число этих людей. Ну и гораздо более сильные специалисты, в том числе из экономического блока, они же тоже говорили, что, слушайте, нам не хватает политического веса. Недостаточно быть очень сильным специалистом, чтобы обеспечить себе политический вес. Але з плюсаў, канешне, тое, што ў гэтым засіллі сілавікоў, якой ёсць наверсе, з'яўляецца чалавек з чалавечным абліччам, доктар. Як бы доктара мы ўяўляем некім эмпатычным, так, чалавекам, з якім можна шчыра, душэўна паразмаўляць, і які разумее нейкія твае жыццёвыя патрэбы і праблемы. І ў гэтым сэнсе гэта, напэўна, плюс. Ну, да, но мы же знаем, что в Беларуси есть разные доктора. Красный Крест белорусский тоже возглавляет доктор. Поликлиникой руководил, больницей. Да, ну, всяко бывает. Але цікава, што там же пачаўся ў Гродні флешмоб, калі Караніка праводзілі, значит, назад у Менск. Людзі там плачуцца, што ай-яй-яй, забіраецца у нас Караніка. І я нават магу паверыць, што гэта, магчыма, і шчыра, таму што іх пакідаюць сам-насам, значит, з Караевым, які застаецца прыглядваць за Гарадзеншчынай. А Караеў у нас сілавік, а сілавікі мы ведаем, якімі метадамі яны дзейнічаюць. Да, абсолютно. Я не сомневаюсь, что и Минская область всплакнет по Александру Генриховичу, потому что, ну, весь бизнес говорил, что, ну, ему же хоть можно объяснить, что, как, почему, как это работает. Вот. Белорусы, они же не балованные, да, это же не то, что мы там выбираем себе идеального министра, премьер-министра или президента, да, good enough. Да, нам на фоне отдельных личностей, в контрасте с ними, в общем-то, подойдет почти все, да, если ногами бить не будут и баландой кормить, то, в общем-то, мы будем готовы работать не за страх, а за совесть. Таксама хочацца згадаць абсалютна ну, такое рэзкае, незразумелае выказванне Лукашэнкі, калі ён звяртаўся да міністра культуры Чарнецкага, загадваючы яму не браць на працу ні пры якіх абставінах, якімі б таленавітымі не былі гэтыя людзі, тых, хто нейкім чынам быў заўважны ў падзеях 20-го года. Выказаўся, не за таго падпісаўся. Дакладная, даслоўная цытата Лукашэнкі. Трэба ўмець прабачаць, трэба ўмець, калі гэта магчыма. Але калі чалавек парушыў, пераступіў закон, якое тут можа быць прабачэнне? Як можна прабачыць публічных людзей? І вось гэтай цытатай ён проста паказвае, што фактычна всіх таленавітых, найлепшых людзей краіны, якія нейкім чынам былі заўважаны ў падзеях 20-го, трэба проста выкрасліць
з жыцця краіны назаўжды. І мне здаецца, гэта абсурдна, так, таму што вам не хапае людзей. Пачаліся праблемы ў розных сферах з-за таго, што няма каго браць на працу, бо каго можна браць на працу, хто гатовы працаваць, і хто нам трэба, іх нельга браць, бо яны ў чорных спісах. І вось яны яшчэ больш пагаршаюць і так складаную сітуацыю, паколькі да халеры людзей проста выехала з Беларусі за немагчымасці там працягваць жыць за рэпрэсій. Яшчэ і такім чынам, што тыя людзі, якія засталіся, якія хацелі б штосьці рабіць на карысць краіны, іх нельга браць, таму што яны ненадзейныя. Да, я когда читала эту цитату, я тоже подумала о том, что все-таки глубина травмы 2020 года, она недооценивается нами. Слишком сильно его зацепило это все, и даже подпись за альтернативного кандидата уже воспринимается как, ну, я не знаю, сомнительность или, ну, то есть здрада? Уже, Здрада? Да, да, вот близко к этому, да, это очень странно, потому что подписываться можно за всех, кого вы допустили в качестве кандидатов на выборы. Это вообще... Было абсолютно легально. В этом даже не было никаких сомнений, что это можно, и вы сами допустили этого человека в качестве кандидата, зарегистрировали его. Ярмошину тады ідзі прапісочвай. Абсолютно. Зачем она мне подсунула, так сказать, этих альтернативных кандидатов? Ну, я бы, может, и не подписалась. А она вот, понимаешь, подтолкнула меня не туда, и понеслось. Ну, на самом деле это совершенно не смешно, и глубина его травмы, она просто фантастическая. И я понимаю, почему люди продолжают собирать вещи и ехать. Потому что он не может простить там, где даже прощать нечего. Ну, нечего, не виноват. Там, если чиновник подписался за выдвижение там, Цепкала или Бабарика кандидатом в президенты, это не запрещено, это не здрада, это, ну, это вообще просто подписался. Да? Я не знаю, как к этому относиться, ну, как адекватно человеку объяснить, что это бред. Можно подписаться за всех, это нормально. Мне просто нравится, что было много разных хороших кандидатов. Его, то, что 5 лет прошло, и он не может простить, да, там, то есть он может простить, как та комиссия по возвращению, да, только того, кто не виноват, ничего не сделал, просто с перепугу написал, что, слушайте, ребята, вдруг я там где-то накосячил, а его, значит, проверят, обшмонают, телефон проверят и скажут, слушай, да нет, норм, ладно, заезжай, да. Ну, нормальному человеку это не надо. Никто не хочет, чтобы по твоим личным вещам, по твоему телефону копались какие-то люди и смотрели на твои какие-то фотографии в 2020 году. Не был ли ты где-то там? Я мимо, может, проходил. Так а что такого? Нельзя было? Ну, даже милиции не было. На митинге 16 августа 2020 года милиции не было. Просто шли люди. Везде. На районе шли, в центре шли. Ну, извините, должна же я где-то была оказаться, да, там на районе я была, в центре была, вот, ну, просто мимо шла. Ничего не знаю. Кто должен извиняться, кого вы хотите прощать, и главное, за что? Что эти люди сделали? Мне еще, ведаешь, повеселило, что зараз же на чыгуначном вокзале развесили ориентировки на Миколая Галезина. Я так разумею, это аккурат кладется вось гэты очень смешные мемасики с Николаем в электричке, еще где-то, да? Я вось так само, ну, слухайте, зайдите в Facebook и даведайтеся, что Галезин уже годами живе у Лондоне и явно на цягнічку не збіраецца приехать в Минск ближайшим часом. Як вы гэта себе уяўляеце ўвогуле? Товарищи, вам некого ловить? У вас нет проблемы там домашнего насилия, у вас наркотрафик закончился, у вас грабежей не стало. Нет, вы продолжаете разыскивать тех людей, чье местонахождение прекрасно всем известно. Вы продолжаете настаивать на том, ну, знаешь, в чем вот разделение сейчас белорусов не на уехавших и оставшихся, а на верящих в этот бред и неверящих. Это заметно везде было. Там, в компании друзей, там педагоги, врачи в поликлинике, следователи в Следственном комитете. Кто-то действительно верит, что человек, допустим, сказавший на какой-то там конференции, получая премию, о том, что вот мы вместе с нашими читателями описывали, рассказывали, вот вели летопись того, как белорусы, значит, там выступили против насилия, допустим, и это трактуется там по 3 или 4 статьям Уголовного кодекса. Ну, вы сейчас серьезно? Это там и разжигание вражды в этом. Подождите, где? То, что мы вместе с читателями против насилия? Да, мы с читателями против насилия. А вы нет?
Вы не понимаете, это, понимаешь, политическое дело, это разжигание. Ну, а когда «Минская правда» пишет, что католические священники у них, значит, там со свастикой ходят и вообще непосредственно всякими занимаются, это не разжигание? Если вам что-то известно об уголовном преступлении, совершенном этими католическими священниками, вы должны написать об этом в Следственный комитет, а не в «Минскую правду». А если вам ничего такого не известно, тогда вы должны заткнуться и уважительно относиться к людям разных конфессий, потому что у нас многоконфессиональная страна, и Лукашенко нам обещал всем, что свобода вероисповедания будет нашей базой. Там же можно оскорблять всех по совершенно разным признакам, от прически, сексуальной ориентации до, в общем, чего угодно. Да, и это не разжигание. Это, как сказал мне на вопрос, является ли угроза утопить мою коллегу, имя, фамилия, со стороны одного известного пропагандиста, разжиганием ненависти или угрозой убийством или еще чем-то, господин Кривошеев мне сказал: Ольга, это яркая публицистика. Публицистический перехлёст. Это уже в трактовке Григория. Да. Он сказал, что яркая публицистика. Все, это не разжигание. Вот. А сказать, что мы там вместе с читателями против насилия, это уже как раз разжигание. Главное не перепутать. И есть люди, которые в это верят. Они верят, что действительно кто-то пытался захватить власть путем участия в выборах, что кто-то действительно способствовал экстремистской деятельности, что кто-то действительно террорист. Мы видим, что подавляющее большинство людей в это все-таки не верит. Да? В это не верят в России. Ну, ты представляешь, что губернатор какого-то края приезжает и за руку эту Софью Сапегу забирает из колонии. Ну, она террорист? Ну, по документам, да. Но мы же все понимаем, что никакого террориста ни за каким Осамой бен Ладеном он бы не поехал. Да? Эта девушка в сложной жизненной ситуации, он приехал, там смогли с ним договориться, он приехал, за руку взял, увез. Да? Поверь, если бы он хоть на секунду подозревал ее в терроризме, он бы не делал такого, причем достаточно публично. Да? Все понимают, что эти люди не являются тем, кем государство их упорно пытается обозвать. Что никто ничего не разжигал. Вот, по крайней мере, допустим, Тутбай точно не разжигал вражду, ненависть и так далее. Да, был конфликт. И если мы говорим о том, что вы будете кого-то прощать, надо как-то уже начинать, наверное. Да? Потому что иначе будет немножко поздно. На самом деле я понимаю, что он не готов. Это психотерапевтическая какая-то штука, надо с ним как-то эту тему и травму эту отработать, потому что нет. С другой стороны, я представляю, как было ему некомфортно, когда он стоял на МЗКТ, и когда ему кричали «Уходи». Для него это был шок. Да? Представить себе, что его ненавидят вполне искренне и самостоятельно, без какого-то влияния извне, организующего, для него это болезненно, да. Так меньше с Качановой надо общаться, меньше вот этой бурбалки своей существовать. Да, ты будешь знать свой реальный рейтинг и будешь с ним работать. І гэта ж яшчэ пра тое, што мне падаецца, што яму важна, каб вось прыпаўзлі умоўна на каленях і прасілі прабачэння. А прасіць прабачэння няма за што. Проста няма за што. І чалавек не можа гэта зразумець і дараваць. А дараваць няма чаго. І атрымліваецца, што вось гэта абсалютна рознае бачанне адных і тых жа падзей, яно не дазваляе пераступіць праз гэта. Так? Слушай, хотя ясно, что есть медиация, есть... на самом деле, если серьезно глубоко покопать и вот сказать, что, слушай, быстро придумай, за что ты будешь извиняться, да? Вот он будет, и ты будешь. И он придумает, и ты придумаешь. Просто потому, что вам надо как-то хорошо поговорить, и вы может, ты его тоже где-нибудь там желтым земляным червем назвала или как-то там где-то лишнего что-то. Это нормально. Нормально отыгрывать назад. Нормально признавать свои ошибки. Чем в более сильной ты позиции, тем проще тебе это должно быть сделать, тем важнее это сделать именно тебе. Я ні разу не пам'ятаю, каб Лукашенко выбачаўся. Хоть раз у своем житті, хоть за штосьці. Нет, абсолютно. Так, а мы же помним, что этот навык у нас в мужской части вертикали, он вообще утрачен. Да? Это Шуневич, который там Цыганов закошмарил, а извинялась за него Качанова. И ничего страшного. И правильно сделала, и извинилась. И ничего страшного не произошло.
Нормальный, гибкий человек. Ну, признали, перехлёсты на местах. Так бывает. Да? Это очень полезный навык. Таму жанчыны добра, каб былі ва ўладзе. Абсолютно. Кстати, в этом правительстве с этим все плохо опять. Нету. Дарэчы, пра арыенціроўкі, там жа цяпер я ўвогуле не разумею, навошта яны займаюцца гэтымі папяровымі пытаннямі, таму што Кубракоў, міністр унутраных спраў, зараз заявіў, што ў Менску і па ўсёй Беларусі развесілі 60 тысяч камер, якія дазваляюць ідэнтыфікоўваць людзей. І насамрэч, калі ўдумацца, то гэта жахліва, таму што фактычна цяпер прыватнае жыццё любога чалавека, яно заканчваецца ў лепшым выпадку за межамі тваёй кватэры. Вось гэтых там 60-70 квадратных метраў, всё, канец. То бок, як толькі ты выходзіш за межы сваёй прыватнай уласнасці, ты трапляеш пад камеры, і гэта значыць, што абсалютна любы сілавік, чыноўнік па загадзе можа паглядзець, з кім ты ж спіш, дзе ты абедаеш, з кім ты сустракаешся падчас тваіх абедаў, альбо вячэраў, альбо не знаю. То бок твая біяграфія, тваё жыццё, яно перастае быць прыватным, таму што ўсё гэта зараз дасяжна сілавікам. Ну і ўвогуле любым людзям ва ўладзе, хто можа атрымаць доступ да гэтай інфармацыі. І гэта рэальна жахліва, таму што вось гэта называецца, як бы, все вось гэтыя прелесці лічбавай дыктатуры. У гэтую эпоху мы вось проста зараз заходзім, і што будзе далей, ну, мне вельмі страшна уявіць, таму што там ёсць Кітай, мы ведаем, як гэта працуе, што сапраўды проста кожны чалавек на крючку, кожны, без выключэння. Да, ситуация крайне дискомфортная. Ты понимаешь, что это будет использовано не для того, чтобы пресекать наркотрафик, торговлю людьми, разбои, взяточничество и так далее. Час от часу. Да, иногда, в свободное от основных радостей время, да. Ты понимаешь, что, допустим, сейчас в Минске встретиться с представителем, допустим, посольства зарубежной страны, это фактически поднять статью о шпионаже. Даже если вы обсуждали что-то, ну, совершенно нейтральное, безобидное и так далее. Посольства часто приглашают журналистов, общаются с ними. Вот я сейчас понимаю, что это, допустим, опасно. Реально опасно. Потому что это может быть сразу и трактовано как шпионаж, содействие, пособничество. Да, увогуле, напрыклад, пра журналістыку, калі мы гаворым, праца з інфарматарам. Ну, все, внутри краіны ты не можешь бяспечна, прыватна сустрэцца ні з кім, нідзе. Да. Так, апроч там у лесе дзе-небудзь, дзе не поставили камеру. Да, бывало и такое, да. Да, это очень смешно на самом деле, когда надо обсудить что-то достаточно невинное, но чувствительное, да, и там надо оставить телефоны, рюкзаки и все остальное и уйти в лес, действительно. Это очень смешно. Но сейчас я не уверена, 60 тысяч – это много, да, может, уже там и через сосну будет, да, и в каждом дупле по КГБшнику. Ну да, слушай, приходится жить в таких условиях. Заниматься журналистикой в этих условиях, быть экспертом в чем бы то ни было, крайне опасно. Таксама зараз стала вядома, што ў школы пачалі выклікаць бацькоў старшакласнікаў, якія пазначылі ў анкетах, якім далі запоўніць у школе, што яны збіраюцца ці падумваюць паехаць на навучанне за мяжу, і цяпер гэтым бацькам выносяць мозг, што як так, а што вас не задавальняе Беларусі? А вы падумайце, а не трэба вам нікуды ехаць, то бок, карацей, такія размовы, якія яўна зразумела, чаму праводзяцца і для чаго, але ну, гэта ж поўны трэш. Абсолютно. И я думаю, что к концу учебного года стоит ожидать, кроме вот этой идеологической войны, усиления давления по документам, от каких-то фокусов с апостилем до невыдачи аттестатов школьникам на руки физически, да, потому что масштабы отъезда впечатляют, хотя, в общем-то, 10% это, ну, насколько это много, немного, это и тех, кто едет в Россию, и тех, кто едет на Запад учиться. Ну, гэта было 10. Ну да. Але дзякуючы палітыцы апошніх 5 гадоў, я так разумею, што гэты працэнт можа расці, і было б зразумела, калі б ён рос. Да, плюс демографическая яма. Получается, что число студентов в Беларуси, скорее всего, будет снижаться. Вот. Но забавная реакция государства, подозревающая, что как только студент окажется за пределами страны,
он тут же захочет там остаться. Да? Это как «давай мы тебя не будем пускать в квартиры с хорошим ремонтом, вдруг ты увидишь у соседей и захочешь там остаться». Ребят, я захочу сделать у себя хорошо. Если где-то что-то лучше, чем у нас, ну, как бы логично сделать это же у нас. Да? В Европе и не только процветают студенческие обмены. Это фишка, это must, это то, что должно быть в жизни каждого студента. 1 семестр, 2 семестра, 2 года поучиться, пожить в другой стране. Это важно для языка, это важно для межкультурных коммуникаций, это важно для повышения уровня образования и конкретного студента, и преподавателя, и в стране. В этих обменах это не только европейская программа, где там, с 1987 года, по-моему, 16 миллионов человек уже поучаствовало. В этом активно участвуют Казахстан, Кыргызстан, где есть государственные программы по отправке студентов учиться в другие страны. Потом надо вернуться, потом надо поработать на государство. Но это инвестиция фактически. Государство инвестирует в то, чтобы этот школьник ехал и учился за пределами страны. Об этом, в конце концов, говорит Михаил Сафарбекович Гуцериев в своем последнем интервью Форбсу. И это очень показательно, где он говорит, что, ребят, есть там санкции, есть ограничения, которые грозят нам очень серьезным технологическим отставанием. Но нет железного занавеса. Отправляйте детей, учите детей, пусть они там эти технологии осваивают, пусть они учатся тому, чему нужно учиться, и потом они привезут это в страну. Понятно, что это дело взрослых людей сделать так, чтобы этим детям хотелось вернуться в страну. В Беларуси делается все, чтобы этот ребенок гарантированно не вернулся в страну. Даже отмена отсрочки службы в армии в случае учебы за пределами Беларуси, даже в России, все, это мальчик уже уезжает на 10 лет в одни ворота. Причем я не уверена, что это безопасно будет вернуться, даже когда срок давности уже истечет и призывной возраст у него уже закончится. Ну, как минимум, человек там 10 лет будет вне страны, и его желание вернуться спустя 10 лет, оно явно будет сильно меньше. Некуда возвращаться, не к кому. Вот. То есть удивительно, насколько непонимание того, что понятно и очевидно всем окружающим. Даже дружественным, в дружественных странах это очевидно. Але гэта яшчэ ведаеш, што гэта ж пытанне, ты вяртаешся ў краіну, якая развіваецца, дзе цэняць і чакаюць тваіх талентаў, ведаў, ідэй і так далей, ці ты вяртаешься ў Паўночную Карею, дзе цябе будуць прымушаць рабіць просто абы што, альбо табой забіваць цвікі ў сцяне. И, кстати, ты собираешься возвращаться? В комиссию напиши. Ребята, вы серьезно? Вы ждете людей, вы хотите, чтобы люди к вам ехали, вы делаете даже без виз, чтобы человек мог, не напрягаясь, к вам попасть, а для собственных людей, не сделавших ничего, в том числе для молодых людей, вы придумали эту комиссию, где надо, значит, там поползать на коленях, чтобы объяснить, что тебе очень надо в страну. Вы нашли 20 таких человек в отчаянной ситуации, кто это сделал, вы сейчас по телевизору показываете. Ну, послушайте, всегда есть люди, у которых или что-то не получилось в жизни, или что-то случилось, что надо оказаться в Беларуси. Ну, так бывает. Ну, их 20. И сотни тысяч тех, кому ничего не надо. Кто забирает детей, родителей, котов, цветы домашние и уезжает из страны. Потому что никому не надо такое давление. Я не хочу, чтобы ребенок в школе, там, мало того, что рассказывали всякую ерунду, ходил строем, так еще ему объясняли, что не надо ехать учиться на Западе. Ну, ребята, вы не верите там западным западникам, да? Ну, послушайте своего Гуцериева, который ваш друг Миша. Что, ребят, это наш шанс. Это наш шанс не отстать технологически, не отстать интеллектуально, сохраниться на определенном уровне. Если у вас есть возможность, отправляйте. Ну, это очевидно. Это очевидно. Но Беларусь подозревает, что, увидев там что-то, никто не захочет назад. Вы настолько не верите в свою привлекательность, что вам кажется, что прям сразу нет?
Ну, Але прыватнасць дыктатуры яна сапраўды сумнівная. Вось, напрыклад, прывабнасць Польшчы яна высокая, і нават людзі, якія жывуць у развітых краінах, кшталту там Германія ці нават Брытанія, яны дапускаюць думку, што яны паедуць менавіта ў Польшчу, запускаюць новы бізнес, штосьці спрабаваць, таму што рынак праграваецца, ён расце, тут ёсць перспектыва, тут яшчэ не ўсё так дорага, і ў гэтым сэнсе для розных прадпрымальніцкіх ініцыятыў гэта вельмі класная глеба, дзе можна штосьці пасеяць, што вырасце, што можа стаць буйным нейкім бізнесам, ты зможаш зарабіць, класна жыць і так далей. У гэтым сэнсе Беларусь магла б такой быць. І нават калі там ПВТ ствараўся, вось яно ўжо па такім прынцыпе і працавала, што нават з перспектыўных развітых краін можна было прыязджаць у Беларусь, штосьці тут запускаць, таму што танна, класныя людзі, можна хутка расці. что и делали в том числе белорусские бизнесмены. Абсалютна, абсалютна. Але вось гэты вайб дыктатуры, ён супер непрывабны, так? І ў гэтым сэнсе ім трэба з ім працаваць, так? Таму што калі такім чынам ісці, такім шляхам і гэта працягваць, ты ў доўгатэрміновай перспектыве ты пазбавішся ўсяго інтэлектуальнага патэнцыялу, які ёсць у краіне. Ты застанешся вось з непрыдатнымі людзьмі, якія не ўмеюць і не могуць нічога рабіць. Потому что выбор фактически один. Мы едем, но едем навсегда. Так мы, может быть, еще поучился, а потом, глядишь бы, домой приехал, да, тоже логично, да, в папином бизнесе, в мамином бизнесе, просто в частном большом бизнесе, а может, еще какую-то карьеру там по медицинской линии. Сейчас все едут в одну сторону. И это удивительно, и это самое страшное. И все понимают, что ребенка, которого ты вывез там первоклассником, второклассником, год, два, три он учится здесь, дальше, даже если ты сам вернешься в Беларусь, дети уже остаются здесь. Потому что, чтобы не срывать с учебы, чтобы не было каких-то сложностей, все-таки европейский диплом, все-таки английский, свобода передвижения, польский паспорт уже вот-вот. Люди выбирают, где лучше. Это нормально. Это нормально, но нельзя привязывать человека к батарее дома и говорить, что там тебе будет плохо. Там тебе будет по-разному. Тебе будет по-разному, тебе будет сложно. Да? Дома сидеть в бабушкином хруще, работать на ближайшем госпредприятии действительно, наверное, проще. Это не требует никаких интеллектуальных усилий. Это не требует никакого образования. Это не требует ничего. Але перспектив нуль. Никаких. Может быть, ремонт в этой бабушкиной халупе сделают, хотя сейчас вот уже хрущевки обещают сносить. Может быть, снесут. Непонятно. І гэта не надта прывабна, калі ёсць там Netflix, калі ты можаш паглядзець, як жывуць у заходніх краінах. Для амбициозного молодого человека это точно не вариант. Вы не можете ему ничего предложить в Беларуси. Ничего. Потому что хождение строем, отработка по распределению 5 или даже больше лет – это несерьезно. Сейчас выпускник Варшавской политехники имеет несколько вариантов очень неплохого трудоустройства. Да, есть специальности, где наверняка сложнее устроиться, но хорошие специальности, технические специальности, медицинские специальности разбираются прекрасно. Мне не нужны ваши гарантии убогого, низкооплачиваемого рабочего места где-то за пределами населенного пункта, где я проживаю. Когда говорят, что медику очень классно поехать куда-то в район, ребята, медика надо учить дальше, учить у лучших, учить технологиям. Какой район? Какой район? Он там быстро вырастет, потому что там других врачей нет. Так а научится он чему? Других врачей нет. Конечно, если он действительно единственный парень на селе, то, безусловно, он многому научится. Но качество этого обучения какое? И опять, слушайте, а что случилось со всеми его предшественниками? Он не будет об этом задумываться, что все почему-то решили, что это плохой вариант, и выбрали другой, лучший. Это очень странно. Не толькі студэнты у нас церпяць ад всялякіх дурасцяў, дармаедаў зноў, трасуць. І зараз просто фенаменальная гісторыя. Пазванілі, чалавеку ў Беларусі, пыталіся пра сваяка. А гісторыя заключаецца ў тым, што той сваяк, якога, шукаюць, яшчэ ў сярэдзіне 90-х выехаў у ЗША ў адзін канец. І уже 30 год пра яго нічога не чутно, так? І вось зараз табе званяць і кажуць, а дзе там ваш сваяк, так? А ці не дармаед ён? А дзе ён там, жыве? А ці ёсць у яго там пашпарт ці грамадзянства? Карацей, просто ўжо падымаюць, я не ведаю, мёртвых амаль што падымаюць, каб знайсці тых няшчасных дармаедаў.
Слушай, мне кажется, что надо на БТ уже передачу «Жди меня» делать. Менты будут вести, да, они будут искать твоих родственников, которые когда-то давно уехали и подозрительно ничего не делают на благо Республики Беларусь, да. Ну, серьезно, это прям уже не смешно. Если человек 20 лет у вас не трудится в стране, ну, ему как минимум там под 50 уже, видимо, да, и я бы уже просто поставила крест на нем. Сколько таких вы хотите найти и зачем? Что вы из него выжмете? Да? Нет, сказали найти каждого. Ну, вам не понравится это. Не надо искать каждого. Ищите в чем-то виноватых. А вы пытаетесь реально дойти до каждого. И у вас это блестяще получается. Просто вы распугиваете белорусов. У системы нет защиты от дурака. Знаешь, это вот как в стиральной машинке. Да, крутить можно только в одну сторону, просто во вторую оно не крутится, потому что предохранитель есть, да, от того, чтобы всякие идиоты крутили туда-сюда. Так и тут, да, утрачен тот ценный навык, когда был кто-то, кто мог сказать, что, значит, в рамках исполнения, безусловно, ценного указа Лукашенко о том, что надо всех занять и заставить трудиться, мы делаем вот это, вот это, вот это. А вот всякую ерунду мы не делаем. Мы там помогаем молодежи, мы там пытаемся каких-то не до конца спившихся товарищей вернуть обществу, мы помогаем людям в депрессивных районах, если они не могут найти район. А вот такой ерундой мы не занимаемся. Да? И при чем тут милиция? У нас милиции настолько нечем заняться, что только, значит, БШБ и все симптомы, и вот это вот. У нас все остальные проблемы уже решены. Ну, в общем, это очень странная ситуация, и она абсолютно абсурдная. И да, не хватает тяжеловесов, кто может эти инициативы как-то канализировать в какие-то безопасные для общества русла. Не магу абысці бокам эпапею з Бондаравай. Значыць, крыжовы паход ейны працягваецца. Цяпер яна ўвогуле страціла ўсе берагі і арыенціры. І, значыць, пайшла вайной на нявестку Лукашэнкі. Ганну Сергеевну Лукашэнку ў народзе вядома як Ганна Сялук, творчы псеўданім. Яна аўтарка многіх праўладных хітоў, значыць, усхваляе існы рэжым. Але не ў гэтым справа, значыць, чаму Бондарава пайшла на яе вайной. Сялук прыгрэла, аберагла, значыць, праўладных блогераў, цяпер ужо праўладных, так, Дзім Дзімыч, Анжэліша, Улька Пулька, Улад Кабякоў і іншыя папулярныя сярод моладзі персоны, асобы-блогеры, якіх, значыць, прыпахалі да ўсялякіх праўладных марафонаў і так далей, канцэртаў, розных акцый. Карацей, узялі іх пад сваю апеку, пад крыло, калі Бондарава абвесціла, што яны, значыць, вінаватыя ў разбэшчванні моладзі, ў рознай там ледзь не садаміі і так далей. Значыць, іх узялі пад апеку і прыдумалі ім, значыць, вобраз, які будзе працаваць на карысць дзяржавы. Але Бондарова гэта не задавальняе, то бок я не знаю, што яна хацела сцерці іх з твару зямлі ці яшчэ штосьці. Яна, значыць, цяпер абвінавачвае ва ўсім Сялук, якая, значыць, вінаватая, што тых блогераў заберагла і выкарыстала, значыць, так, як трэба дзяржаве. Ну і, карацей, называе яна яе цяпер Сялуха, што яўна негатыўная канатацыя гэтага слова ёсць абсалютна. Вось, ну і пытанне, хто і калі нарэшце яе спыніць. Таму што яўна, што яна ўжо не баецца абсалютна нічога. Сям'я Лукашэнкі для яе ўжо роўна нічога не азначае. Да, немножко с катушек гражданка съехала, очень забавно это наблюдать, при том, что импакт госпожи Бондаревой с ее там 1700 подписчиков у нее было сейчас после многочисленных накруток, по-моему, около 3-4 тысяч. На серьезный импакт это не тянет, да, но никто ничего не может сделать. Сколько раз ей грозили провластные блогеры, чиновники грозили, Минкульт, по-моему, весь ей грозил от первого лица до начальников управлений. Ничего не берет госпожу Бондареву. Но есть версия, что за ней кто-то стоит, безусловно, да. Есть версия, что просто со скорбными на голову не хотят сильно связываться, хотя вот как-то это немножко берега действительно перехлёстывает.
Очень любопытно наблюдать, запасаемся попкорном. Ну, я бы поставила на Силук, потому что, во-первых, потому что она делает правильно с точки зрения государства и своей повесточки, да. А что эти миллионники зарабатывают свои миллионы на нашей рекламе, и, понимаешь, ни один из них не желает про марафон единства сказать. Все сказали, как миленькие. И песни спели, там все, И что треба. песни спели, и досрочно проголосовали, и бюллетень запостили, все как зайчики. Ну, потому что быть модным блогером приятно, иначе придется вначале стать сварщиком, и это еще не самый плохой вариант. Все совпадения со сварщиками случайны, да, ну, на завод никому не хочется. Быть модным блогером, безусловно, приятнее. Вот. Любопытный кадр, ну, такой шут, которому позволено очень многое. Но она, слушай, настолько в российской повестке, что, может быть, поэтому до нее как-то руки не доходят, потому что канал ее читать совершенно невозможно. Там вся российская повестка настолько далекая от Беларуси, что прям даже невозможно за этим следить. Там уже совсем какие-то дебри российской повестки. Я думаю, што пасля таго, як я агучу зараз некаторыя новыя лічбы са свежага даследавання, якое праводзілася сярод студэнтаў БДУ, то у Бондаравай, канечне, спыніцца сэрца адразу, таму што вельмі цікавая статыстыка. У канцы лістапада 23 года праводзілася гэтае даследаванне, і было апытана амаль 2000 студэнтаў, і 65% з іх назвалі гомасексуальнасць прымальнай, а 61,5% нават дапусцілі, падтрымалі магчымасць аднаполых шлюбаў у Беларусі. Што абсалютна цікава і незвычайна выглядае ў кантэксце проста, я не знаю, дэманізацыі геяў у Беларусі і вось гэтай дзяржаўнай прапаганды, якая выстаўляе гэта ў вельмі кепскім негатыўным святле, як штосьці радыкальна забароненае і недазволенае ўнутры Беларусі зусім. И ладно бы белорусская пропаганда. В этом направлении очень активно трудится российская пропаганда. И кажется, у нее получается это эффективнее. А белорусы все-таки они какие-то прозападные на генетическом уровне, да, и действительно для них это кажется вариантом нормы и чем оно, собственно, и является. У нас у каждого есть знакомые разные ориентации, и я, ей-богу, не знаю, как еще можно ответить на этот вопрос, да, там, как ты относишься к блондинам? Да нормально, хай будут. Мне норм, да, то есть меня это никак не триггерит. Очень удивительно, что российская пропаганда не срабатывает. Это, наверное, вот эти цифры и противники войны. Это вот такой импакт, и я не знаю, наверное, наш все-таки медиа или поп-культуры, которая все еще доступна, там, YouTube, Netflix. Ведаеш, мне здаецца, што это реально просто на генетычным узроўні. Просто маладыя людзі выраслі, і іх няма ў галаве гэтай праблемы. Яе проста няма, яе не існуе. То бок для іх гэта норма апрыёры. А вось гэтае накручванне, яно існуе толькі ў галаве вось гэтых, не знаю, пенсіянераў, для якіх гэта табу, незразумела чаму, калі і кім навязанае. Вось, таму што ты маеш рацыю яшчэ з прапагандай расійскай, таму што апытанне праводзілася не толькі ў БДУ, але і сярод расійскіх студэнтаў, і там лічба ўдвая горшая, то бок там 35% не перавышае гэтая планка. Причем, да, именно по этим пунктам, по остальным вопросам, по отношению там, к учебе, еще каким-то планам на будущее, они более или менее похожи ответы, да, а именно по этим вопросам расхождение самое большое. Да, мы европейцы. Поздравляю. Да. Экзамен пройденный. Слушай, это важно. Это важно. Терпеливость, толерантность к инаковости – это очень важно для взрослого человека, для разумного человека. И приятно, что в Беларуси это имеет место быть. Ведаеш, хочу з табой яшчэ адно даследаванне абмеркаваць, таму што з'явілася свежая статыстыка, як расейцы ставяцца да Лукашэнкі. І цікава, што 69% адказалі, што цяпер хутчэй добра, а толькі 24% абыякава. І гэта нашмат лепш, чым статыстыка 2020 года, калі 38% адказалі, што хутчэй добра, абыякава 45%, а хутчэй кепска 10%. То бок за гэтыя 4-5 гадоў рэйтынг Лукашэнкі ў Расіі, сярод расейцаў проста ўзляцеў. І гэта вельмі дзіўна, таму што гэта толькі паказвае, што
Ну, яны абсалютна не ведаюць, што ўнутры Беларусі адбываецца, так, і прапаганда расейская паказвае Лукашэнку яўна ў нейкім добрым святле, таму што для расейцаў гэта важна. Да, видишь, нет заказа на негативную рекламу. Мы все знаем, что как менялось российское мнение о Лукашенко после «Крестных батек» и других. Дастаткова один фильм на Да. НТ выпустить, и всё. Абсолютно, абсолютно. А эти фильмы будут получше, чем те, что ОНТ показывает. На НТВ. Да, а на НТВ работает лучше. «Крестный батька» тогда попортил имидж Лукашенко крепко. Сейчас такого нет. Он единственный союзник, он часто с Путиным, он откровенно... Падтрымлівае вайну. Абсолютно откровенно заигрывает с Путиным, откровенно зависим, откровенно безопасен в том плане, что не претендует уже на лавры лидера. Все-таки годы берут свое. Да, такое бы лет 10 назад, может, и можно было бы еще на что-то надеяться. Сейчас маловероятно. Нет конкурентов фактически. Ну вот, так и получается. Поддержка спиной к спине, единственный союзник. Ну и на фоне нашего, в общем-то, глядишь, и вот такой похожий типаж. Я думаю, что если бы у нас оказался у власти кто-нибудь иного типажа, там, типа юного либерала какого-то, ну, относительно юного, да, тут вот граждане 1975 года рождения, они идут по категории молодых начинающих политиков. Ну, для меня эти цифры были достаточно удивительными на самом деле. То есть мне казалось, что все-таки... Почему мне так казалось, собственно? Наверное, напрасно мне так казалось. Война, мобилизация общества, союзники единственные. Ну, это логично. Але вельмі паказальна, што расейцы рэальна жывуць у вакууме, тому што там ёсць яшчэ дзве вельмі цікавыя лічбы. 63% апытаных лічаць, што большасць жыхароў Беларусі хутчэй станоўча ставяцца да Лукашэнкі, 63%, а 71% адказалі, што яны давяраюць выбарам 25-го года ў Беларусі. Вынікам выбараў, паводле якіх у Лукашэнкі 87% падтрымкі. Ну, это просто показывает, что люди в вакууме находятся, просто пропагандистским вакууме. Слушай, ну, надо больше инвестировать средств в российские независимые медиа и в белорусские независимые медиа. Это единственное, что можно сказать, видя эти цифры. Трэба яшчэ вярнуцца да тэмы, якая проста абмяркоўваецца кожны дзень апошнія тыдні. Гэта ЗША, Украіна і Беларусь таксама тут. Трошку збоку, канешне, але для нас гэта важна, Беларусь у гэтым кантэксце. І тут, канешне, можна згадаць выказванні Зенона Пазняка, які акурат падтрымлівае Трампа. І ён, нягледзячы на ўсё, што адбываецца вось апошнія тыдні, працягвае падтрымліваць Трампа і верыць у гэты хітры план. І не ён адзін, то бок шмат беларусаў сапраўды думаюць, што за ўсім тым, што мы бачым, стаіць нейкі хітры план, хітрая схема, як гэта прывядзе да міру, да лепшай будучыні, да дэмакратычнай Еўропы, бяспечнай Еўропы і так далей. Што ты думаешь про гэта? Слушай, ну, ситуация сложная в том плане, что... 2 недели назад мы с тобой ожидали, что будет подписано соглашение, которое мы сейчас тоже ожидаем, что оно все-таки будет подписано. По редкоземельных металлах. Да, по редкоземельным металлам. Переговоры идут. Понимаешь, мне сложно сказать, чего Позняк пытается добиться. Я знаю несколько людей, кто сейчас говорит то же самое, просто потому, что от этого зависит белорусская сделка. А от белорусской сделки зависит судьба как минимум 1500 человек. И очень хочется, чтобы это получилось. Поэтому фактически все делают то, что сейчас Зеленский делает, да, вот извинился публично. Я не думаю, что ему сильно хотелось это делать. Я думаю, совсем не хотелось. Я не считаю, что ему есть за что извиняться в данной конкретной ситуации, но он извинился и правильно сделал. Потому что других вариантов нет. Потому что сейчас по белорусской сделке других никаких сколько-нибудь серьезных шансов, что получится, не видно. Просто не видно. Поэтому, да, поэтому тоже надо всем, вот, кто в это вовлечен, они все делают примерно то же самое. Говорят, что у Трампа наверняка есть план, говорят, что с санкциями надо посмотреть, все работает довольно криво, и можно попробовать их приостановить, просто потому, что на кону люди. Это не имеет никакого отношения к гениальности Трампа. Просто все остальные вообще этой темой сильно не заинтересовались.
Поэтому я думаю, что все получится, все подпишут, просто потому что пока невозможно. Да, мне тоже больше нравится идея сильной, безопасной Европы с достаточным финансированием собственной обороны своими силами. Мне очень понравился Макрон, который объяснял, как мы будем взрослеть, сколько мы будем тратить на свою независимость и самостоятельность и защищенность. Да? Мне очень нравятся все эти шутки про 500 миллионов европейцев просят, значит, 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов русских, которые не могут победить 40 миллионов украинцев. Да? Это все очень, очень смешно, очень точно. Да? Нам всем надо повзрослеть. И если сейчас надо для того, чтобы остановить эту войну, никто не даст сейчас Зеленскому больше оружия. Его негде взять. Европа 3 года занималась не знаю чем. Его нигде нет. Значит, надо извиняться и подписывать. И думать дальше. Жизнь длинная, и можно много чего изменить в среднесрочной и в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе другого варианта не видно. І ведаеш, мне здаецца, што пазітыўна, што пакуль што не бачна, што Еўропа збіраецца кідаць Украіну сам-насам пакідаючы з расейцамі, што яны акурат сур'ёзна ўспрымаюць усе магчымыя пагрозы, якія могуць вынікаць з аддалення ЗША ад нашага рэгіёна. І ў гэтым сэнсе гэта пазітыў. І я таксама з захапленнем успрыняла словы Туска про тое, што мы будзем нарошчваць баездольную армію, мы дарасцім яе да 500 тысяч чалавек, вайскова абавязаныя будуць усе, мы будзем все рыхтавацца да нейкіх магчымых наступаў не для таго, каб была новая вайна, а для таго, каб папярэдзіць магчымасць новай вайны. То бок мы будзем моцныя, мы павінны быць моцнымі. Такие ситуации, они всегда обостряют вопросы лидерства. Да? Есть Туск, который очень многие хорошо восприняли, есть Макрон, который сказал многие важные вещи, есть будущий канцлер Германии Мерц, который тоже сделал какие-то важные акценты в плане обороноспособности и инвестиций в собственную обороноспособность. Значит, вот Европе придется повзрослеть, и я надеюсь... Странно, что 3 года, конечно, для этого мало что было сделано. Значит, сейчас. На самом деле вопрос лидерства в критической ситуации, он очень важен, и поэтому даже в отношении белорусского правительства давайте посмотрим. Да? Вот многие говорят, что они не самостоятельные, они слабые, они ничего не смогут. Ребят, они растут, мы все растем. Если бы тебе и мне сказали, что мы сможем делать в 2025 году с исключительно ограниченными бюджетами, вне страны, вне доступа к нормальным коммуникациям, что мы будем заниматься журналистикой, что мы будем иметь свою аудиторию, мы будем иметь просмотр, мы тоже сказали, слушай, это ерунда какая-то получается. Серьезно, невозможно делать журналистику, сидя в другой стране, не имея никакого доступа к людям, к информации, к источникам, не имея нормальных ресурсов. Ничего, собрались, сделаем. Посмотрим, что смогут сделать они в этой ситуации. Мяне толькі павесяліла ва ўсёй гэтай гісторыі і асабліва з эпапеяй з падпісаннем гэтай дамовы па рэдказямельных металах, што Лукашенко загадаў беларускім, значыць, там, не знаю, Мінпрыроды шукаць рэдказямельныя металы у Беларусі і капаць, дзе толькі можна. І нашы, значыць, уже все отвалы капаць гатовы. Да. Слушай, а что делать? Что делать? Тут лучше копать, чем тебя закопают. Да. Очень забавно. Я так надеялась, что он просто ждет инвестиций Трампа, что если Трамп уже пойдет за редкоземельными металлами в Украине, так может он у нас там и в Гомельской области покопает. Если речь идет о многомиллионных инвестициях, почему бы там немножко не расширить это самое? Не, копать будем своими силами. Нет вопросов. Я надеюсь, только мы экологическую катастрофу не сделаем. В Беларуси еще только не хватало экологической катастрофы. Да, при поиске редкоземельных металлов, да, я спадзяюся, што яны будуць капаць там, дзе гэта, прынамсі, мае нейкі сэнс, а не просто наверное, так. Да. Лукашенко же сказал достать, положить, все. Дзякуй, Воля, дзякуй, сябры, што былі з намі. Гэта быў аналітычны выпуск з эканамічнай аглядальніцы, а таксама галоўнай рэдактаркай плана Б Воля Лойка. Мы выходзім па нядзелях. Падпісвайцеся на канал, каб глядзець нашы гутаркі. Таксама буду вельмі ўдзячная, калі зможаце падтрымаць наш праект рублём. Нас можна падтрымаць праз Buy Me Coffee, праз PayPal, нават криптой цяпер нас можна падтрымаць. Таму, калі ласка, калі ёсць магчымасць, зрабіце гэта, і мы будзем вам вельмі і вельмі і вельмі ўдзячны. Дзякуй, што вы з намі.